Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. С 1 августа вступает в силу закон о цифровом рубле. Зачем он нужен, как им пользоваться и какие преимущества у цифрового рубля, нам сегодня расскажет управляющий отделением Банка России по Республике Саха-Якутия Антон Коноплев. Антон Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с терминологии начнем. Что такое цифровой рубль? Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты. Мы все знаем наличные рубли, которые выпущены в виде банкнот или монеты, находятся в наших кошельках. Мы знаем безналичные рубли, которые у нас на счетах есть. И сейчас у нас появляется третья форма – цифровой рубль. Насколько я понимаю, Банк России будет имитировать цифровой рубль. Что это означает? Да, Банк России будет выпускать, и только Банк России будет выпускать цифровой рубль, потому что, опять же, это национальная валюта. Мы вот вокруг да около это все говорим. Банк России выпускает цифровой рубль, делает его доступным для населения. Как получить цифровой рубль? Да? Вы через стандартное приложение открываете кошелек на платформе Банка России, после чего со своего безналичного счета переводите туда часть денег без какой-либо комиссии, 1 к 1, для пополнения этого кошелька. После чего осуществляете расчеты уже с этого кошелька. То есть, простыми словами, это наш родной российский рубль, только вот в цифровом формате. Совершенно верно, это наша национальная валюта. А будет ли он обязательным? Что вот делать, например, если я не хочу им пользоваться? Мы оставляем право каждому выбрать для себя ту форму оплаты, которая ему удобна. Если вы не хотите пользоваться цифровым рублем, вы можете не открывать кошелек, не переводить туда деньги и, соответственно, не пользоваться. Можно открыть кошелек, но не переводить туда деньги. И тогда в ваш адрес могут поступить какие-то зачисления, цифровые рубли, но вы можете их тут же перевести на свой безналичный счет и в последующем обналичить уже обычным порядком. Вы говорите о том, что можно будет открыть цифровой электронный кошелек. Как это сделать, как положить туда деньги, самое главное, как снять? Работа с цифровым кошельком будет осуществляться через приложение банков. То есть банки доработают свое приложение, после чего станет доступна, будет опция открыть свой электронный кошелек. Я бы хотел подчеркнуть, что каждому гражданину будет открыт один электронный кошелек, поэтому это не важно, с приложения какого банка вы это сделаете. После этого вы можете без наличного счета зайти в свой электронный кошелек, нажать кнопку «Пополнить» и со своего счета списать часть денежных средств в цифровую форму. И они поступят к вам уже в цифровой форме. Антон Анатольевич, вот у нас уже есть физические рубли, денежные наши эквиваленты, есть приложения банков. Зачем нам цифровой рубль? В чем преимущество валюты? Во-первых, это скорость обращения. Да? Все операции с цифровым рублем будут на одной платформе, это, соответственно, очень быстро. Во-вторых, это ограниченность комиссии. Да? Для населения мы предполагаем, что любые переводы в любом размере будут бесплатные. Для юридических лиц там будут фиксированные комиссии, причем для всех, вне зависимости от суммы платежа. Здесь никаких ограничений нет. Третье – это то, что можно будет добраться к своему цифровому кошельку через приложение любого банка. То есть у вас, например, открыты счета в разных банках, и одно из приложений, например, на техническом обслуживании, да, вы можете через другое приложение добраться, и ваши деньги точно так же доступны будут для вас. Действительно удобно. А вот если говорить уже мы о приложениях банка, есть система быстрых платежей. Вот в чем отличие от цифрового рубля здесь? Система быстрых платежей – это система, которую создавали банки, поэтому они там устанавливают комиссии, причем комиссия зависит от суммы платежа. До 100 тысяч в системе быстрых платежей переводы бесплатные, свыше 100 тысяч идет уже оплата. И оплата там может быть до 0,5%, но не более чем 1500 рублей. Но тем не менее банки могут еще устанавливать лимиты перевода в один день. Вот на платформе цифрового рубля ничего такого не будет, будет для граждан бесплатно, для юридических лиц фиксировано и без ограничений по объему. Антон Анатольевич, мы не все еще успели привыкнуть к криптовалюте, тут появляется цифровой рубль, здесь в чем отличие?
Ну, во-первых, внешне это очень походит на безналичные платежи. Да? Криптовалюта и цифровой рубль — это тоже программный код, что там некий программный код, который хранится в электронном кошельке. Но на этом, собственно, сходство заканчивается, да, потому что за криптовалютой нет единого центра эмиссионного, за криптовалютой нет какого-то лица, которое бы несло ответственность за выпущенную валюту. За цифровым рублем стоит Центральный банк Российской Федерации, и все цифровые рубли, по всем цифровым рублям он отвечает своими обязательствами. Ну, то есть криптовалюта, условно говоря, очень плохо защищена. И в случае потери этой криптовалюты не к кому обратиться, чтобы ее восстановить. Вот насчет защиты утверждать не буду, а вот насчет того, что непонятно к кому обратиться, совершенно точно. Антон Анатольевич, давайте еще развеем пару мифов о цифровом рубле. Вот, например, многие говорят, что со временем отменят наличные или же, например, заставить пользоваться только цифровым рублем, как это было с картой МИР, вот когда очень многие переходили на эту платежную систему. Как вы это прокомментируете? Хотелось бы сказать, что мы копим мифы. Да? Ни один миф не подтверждается. Можно еще сказать, что цифровые рубли будут сгорать в кошельках. Такой миф тоже существует. Но вот касательно того, что всех заставят перейти на цифровые рубли, это не так. Это третья форма, совершенно равнозначная, и гражданин сам выберет то, что ему нужно. Ну, то есть я вполне свободно с момента ввода этого цифрового рубля могу подойти к работодателю и сказать, что хочу начислять заработную плату в цифровом эквиваленте. Можете, если работодатель уже открыл себе кошелек в цифровом рубле. А в дальнейшем какие-то планы по внедрению цифрового рубля, вот, допустим, в те же системы оплаты общественного транспорта, можно это будет вводить? Я думаю, что да, это перспективное средство платежа. И сегодня вот мы запускаем пилот, ограниченное число банков, ограниченное число клиентов, тестируются все операции, открытие кошельков, переводы, оплата по QR-коду. И самоисполняющиеся контракты, так называемые смарт-контракты, когда вы настраиваете условия платежа, и он осуществляется. После этого будет внимательно изучен опыт использования цифрового рубля, ну и дальнейшее расширение предполагается. И здесь я хотел бы обратить внимание наших граждан на очень внимательное отношение. Если вы не являетесь участником вот этого тестирования, да, или апробации, мошенники могут каким-то образом вас, вовлечь в это дело. Не обращайте внимания, не ведитесь на какие-то вот подобные посылы, сохраняйте спокойствие. Если будут обращения, что вашим деньгам что-то угрожает, обращайтесь в свой банк. Там вам все разъяснят. То есть, чтобы стать участником вот этого тестирования, мне просто нужно открыть вот этот цифровой кошелек. Никаких заявлений, ничего. Да, через приложение банка вы будете, если банк участвует в тестировании, вы можете это сделать. Мы с вами кратко затем затронули тему безопасности. Цифровой рубль также защищен, как и наш физический или наши рубли на счетах наших банков. Так правильно? Совершенно верно. Центральный банк собрал все лучшие практики по защите цифрового рубля, которые имеются на сегодняшний день на рынке, как и передачу, как на уровне передачи там распоряжения на перевод, так и, собственно, хранение этих цифровых рублей на платформе. Поэтому можно быть уверенным, что с цифровым рублем ничего не случится. Ну, то есть специалисты Центробанка уже могут спрогнозировать появление мошенников, ну, вот, я так понимаю, в этой сфере, раз вы сами затронули эту тему. Да, мошенники, к сожалению, не дремлют. И вот я как раз и хотел подчеркнуть, чтобы гражданам, то есть наверняка вот в связи с завтрашнего дня начинается вот это пилотное использование цифрового рубля, мошенники что-то придумают, не поддавайтесь на провокации, не ведитесь, не верьте. Если у вас появились сомнения, обращайтесь к кредитной организации. Антон Анатольевич, мы с вами уже обсудили преимущества цифрового рубля кратко. Вот одно из них — это скорость перевода операций. Какие еще вы можете назвать? Ну вот мы назвали скорость, мы назвали ограниченность комиссии, мы назвали универсальность доступа. И еще одно из перспективных вещей – это автономность оплаты, когда можно без использования интернетов или каналов связи осуществлять расчеты. Это перспективная вещь, она находится в разработке. Я думаю, что это будет, ну вот если сейчас это ближе к безналичным платежам, то вот эта часть будет ближе к наличным расчетам, да, когда вы можете со смартфона рассчитаться в кассе, не имея, скажем, там каких-то каналов связи. Но пока это в разработке, мы исследуем пока вот саму работу платформы, сами взаимоотношения.
Но надеюсь, что это все будет. Банк России видит большие перспективы в использовании цифрового рубля и выгоды как для населения, так и для бизнеса и для государства. Мгм. А если говорить про переход уже на полноценную оплату цифрового рубля, как он будет вестись? Вот, допустим, я оформляю себе цифровой кошелек, завожу цифровые рубли, приезжаю в какую-нибудь глухую деревню, где нет интернета. Ну, где нет интернета, на сегодняшнем этапе пока это невозможно. Мгм. Да? И я хочу сказать, что ни безналичная, ни цифровая оплата будет недоступна, к сожалению. Да? Поэтому нужно будет вот оплачивать наличными. Это как раз третья форма. Ну, то есть постепенно вот эта будет просветительская работа по переходу на цифровой рубль, она, я так понимаю, будет регулятором вестись. Да, мы будем разъяснять, мы будем отвечать на вопросы. Если вопросы появляются, мы готовы на них отвечать. А можно ли вклады в цифре осуществлять? Нет, цифровой рубль предназначен, во всяком случае на сегодняшнем, на текущем этапе, он предназначен для переводов и расчетов. Мгм. Антон Анатольевич, напоследок расскажите про пилотирование. Сколько банков принимает участие в пилотировании цифрового рубля и какие операции будут проходить апробацию? На сегодняшний день в пилотировании участвует 13 банков. Есть большое желание расшириться, то есть все банки заявляются, они видят в этом конкурентное преимущество, но пока 13. Будет тестироваться, вот как я сказал, открытие кошельков, переводы между кошельками, оплата по QR-коду, использование смарт-контрактов. Вот эти основные операции, которые сейчас тестируются. Вы сказали 13 банков. Это наши крупнейшие российские конгломераты, да? Ну, вот какие банки там конкретно, это можно на сайте Банка России. Я думаю, что там самая точная информация. То есть все сейчас операции в первое время будут проходить апробацию, так? Да, но Сколько она я будет хочу длиться? сказать, что, собственно, тестирование, оно проводилось до этого, платформа полностью готова, и сейчас мы выходим, по сути, в промышленную эксплуатацию, просто в ограниченном объеме. Мгм. Антон Анатольевич, Россия не первый регион, который вводит цифровой рубль, насколько я понимаю, правильно? Цифровую, точнее, валюту. Россия не первый регион, да. А какие еще у нас есть страны? Ну, наверное, из крупнейших можно упомянуть Китай, который уже несколько лет тестирует цифровую валюту свою, да, цифровой юань. Вот, это интересное направление, они тоже вот изучают, используют, исследуют влияние вот именно цифровой валюты на экономику, на финансово-кредитную сферу. Это такие вещи связанные, поэтому это тоже нужно очень аккуратно делать. Антон Анатольевич, в заключение, какой-то совет всем желающим перейти на цифровой рубль? Ну, обратиться в свою кредитную организацию, и если она участник подобной работы, да, вот подобной вот опытной эксплуатации, то можно будет вот найти в приложении и открыть цифровой кошелек. Антон Анатольевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!